Здравствуйте, уважаемые коллеги, родители и учащиеся. Мы начинаем урок математики в 4 классе на тему уравнения. Вы научитесь решать сложные уравнения. Откройте тетрадь по математике и запишите сегодняшнее число. Теперь откройте учебник математики, 4 часть, на странице 16. Выполняем первое задание. Решите уравнение. 825 разделить на х равно 165. Частное чисел 48 и х равно частному чисел 92 и 46. Выполните вычисление. А теперь ответьте на следующие вопросы. С каким уравнением вы справились сразу? Какое уравнение вызвало у вас затруднение? Как вы думаете, почему? Чем различаются эти уравнения? Все верно, это простое и сложное, или другими словами, усложненное уравнение. Запомни, сложные, усложненные уравнения – это уравнения, которые содержат два или более арифметических действия. Сделаем вывод. Как же решать усложненные уравнения? В этом нам поможет алгоритм. В первую очередь нужно упростить уравнение, затем определить неизвестный компонент, вспомнить правила его нахождения, найти корень уравнения и выполнить проверку. А сейчас мы с вами будем учиться решать сложные уравнения. В ходе урока я буду использовать электронный учебник на веб-платформе opic.kz. Здесь указана ссылка на электронную версию учебника. Выполняем второе задание по учебнику на составление и решение уравнения. Пользуясь алгоритмом, составьте и объясните способ решения уравнения. Айна задумала число, уменьшила его в 16 раз, результат увеличила на 15473 и получила 27857. Как вы думаете, какое число задумала Айна? В электронной версии учебника я составила и решила это уравнение. Зеленый цвет шрифта говорит о том, что решение выполнено верно. У нас получилось сложное уравнение. Мы упростили. У нас получилось простое уравнение с неизвестным делимым. Вспоминаем правила его нахождения. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель. Находим корень уравнения. У меня корень уравнения 198 144, а у вас? Я уверена, что у вас такой же ответ. Выполнить проверку вы можете самостоятельно. Составляем и решаем следующее уравнение. Вова увеличил задуманное число в 1000 раз и получил результат, равный сумме чисел 25 тысяч и 750 тысяч. Какое число задумал Вова? Решаем вместе со мной. Работаем по алгоритму. Упрощаем уравнение. Находим значение суммы правой части уравнения. Определяем неизвестный компонент. Это неизвестный множитель. Вспоминаем правила его нахождения. Чтобы найти неизвестный множитель, значение произведения нужно разделить на известный множитель. Находим корень уравнения, и это 775. Проверку выполняйте самостоятельно. Переходим к следующему уравнению. Арман уменьшил задуманное число в 16 раз и получил число, равное разности чисел 18 тысяч и 15 642. Какое число задумал Арман? Работаем по алгоритму. Упрощаем уравнение. Находим значение разности правой части уравнения. Определяем неизвестный компонент. Нам нужно найти неизвестное делимое. Вспоминаем правила его нахождения. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель. Находим корень уравнения.
Корень уравнения у меня 37 728. Я уверена, что у вас такой же результат. Выполните проверку самостоятельно. Молодцы! Вы хорошо поработали. Давайте закрепим то, что мы с вами изучили. Для этого вам нужно ответить на несколько вопросов. Какие уравнения называются сложными или усложненными? Что важно соблюдать при решении сложных уравнений? Расскажи алгоритм решения сложных уравнений по памяти. Если вы смогли ответить на все вопросы, то с остальными заданиями вы справитесь легко. Выполните третье задание. Попробуйте объяснить способы решения сложных уравнений. Это задание вы можете посмотреть в учебнике или в электронной версии. Ссылку я указала ранее, но есть и другой способ. В поисковой строке браузера вы набираете OPIC KZ 4 класс математика и можете самостоятельно работать. Электронная версия учебника хороша тем, что вы можете проверить, правильно ли выполнено задание. А если вы допустили ошибки, то у вас есть возможность их исправить и заново проверить. Молодцы! Переходим к выполнению четвертого задания. Решите уравнение. Первое уравнение. Первое слагаемое представлено в виде разности чисел 134 545 и х. Второе слагаемое 23, значение суммы 98. Второе уравнение. 2002 прибавить х умножить на 5 равно 46 022. Третье уравнение. Делимое представлено в виде суммы чисел х и 52. Делитель 7, частное 700. Четвертое уравнение. 34 000 прибавить х умножить на 1000 равно 76 000. Проверить себя вы уже научились и можете самостоятельно. В первом уравнении корень 134 470, во втором 8804, в третьем 4848 и в четвертом 42. Вы помните, что обязательно нужна проверка. Здесь указаны дополнительные цифровые ресурсы по теме урока. Это следующие сайты. Инфоурок, открытый урок 1 сентября, образовательный портал конспект.ру. Есть категория учащихся, кому нужны дополнительные ресурсы для самостоятельного изучения. Я указала только несколько из них. Урок РФ «Как научиться решать простые и сложные уравнения». Видеоурок «Математика 4 класс. Решение составных уравнений». intelurok.ru «Решение уравнений вида х плюс 15 равно 68 разделить на 2». При необходимости дополнительные источники информации вы можете найти самостоятельно. В наше время возможности интернета огромны. Дорогие дети, вы получили самое основное содержание по новой теме. Другие дополнительные материалы вы получите от своего учителя. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать своему учителю. Удачи в освоении нового материала, наши юные друзья!